Эти кадры облетели все социальные сети Тувы. Те, кто находился в помещении, сняли происшествие через окно. А кому-то повезло меньше. Ветер застал их в транспорте и на улице. Начиная с 18:30 вечера после града 29 числа у нас было в общем где-то пострадавших 7 человек обратилось чисто после града. Были травмы, ушибы, раны, растяжение связок, когда люди спотыкались, подскальзывались, падали. Все. Самые серьезные повреждения это были раны с переломом пальцев. Роман Давынол второй день борется с последствиями бури. Работы впереди еще много. Весь сквер усыпан ветками и листьями. Мы в выходной день пришли убираться. Деревья вырваны с корнем. До сих пор пытаемся убрать все. Вчера не успели. Сегодня, видимо, тоже не осилим. Из-за сильного ветра без электроэнергии остались около 100 многоэтажных и более 2000 частных домов. Массовое отключение было необходимо, делится исполняющий обязанности главного инженера АО «ТВ-Энерго» Алексей Таранков. Основные отключения пришлись на Кызыл, Кахемский и Суткольский районы. Крупный град нанес повреждение кровли трансформаторных подстанций, из-за чего произошло ее протекание и перекрытие изоляции от ведущих частей электроустановок. Произошло разрушение изоляторов воздушных линий. Порывами ветра вызвано падение крупных веток и деревьев на провода линии электропередач на 4 киловольта. Для ликвидации технологических нарушений были задействованы 8 бригад, 11 единиц бригадной специальной техники, направлены бригады из других энергорайонов республики в помощь кызылским энергетикам. В настоящее время массовые технологические нарушения отсутствуют, но поступают и отрабатываются единичные заявки от абонентов. Чтобы узнать состояние линии электропередач и когда дадут электроэнергию, необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу мэрии столицы по номеру 2 31 42 или позвонить на горячую линию АО «ТВ-Энерго» по номеру 8 800 1000 380. В минувшие выходные во время массовых технологических нарушений, которые произошли в городе Кызыле и в республике Тыва, телефон диспетчерской службы компании «ТВ-Энерго» разрывался от шквала звонков от потребителей. Все спрашивали и требовали, когда же в наших домах будет электричество. Хотелось бы пояснить нашим уважаемым гражданам, что диспетчер компании «ТВ-Энерго» не обязан отвечать на звонки людей, которые требуют, когда в их домах появится электроэнергия. Диспетчер в первую очередь обязан обеспечить безопасный допуск бригады на линию электропередачи для скорейшего устранения неполадок. В 17:55 на пульт оперативного дежурного в службу гражданской обороны поисково-спасательного отдела поступил звонок. Район правобережных дач подгорной зоны затопило ливневыми дождями. Дежурная и резервная смена выехали на место ЧС. Улицы в результате сильных ливней оказались затоплены. Дороги и тротуары превратились в реки. Всего затоплено 9 улиц. Машины были зарыты в грязь. По словам заместителя поисково-спасательного отдела, было эвакуировано 7 человек, 3 из них дети. Эвакопункт располагался в 8-й школе. Подходили к домам, такая помощь нужна, чего там помочь имущество там занести наверх, в сухое место перенести. Ну, например, вот по улице Тупиковой, там была бабушка, инвалид с 2 дочерьми и ребенок маленький. У них сам дом был затоплен полностью. Подвал, в доме вода, ограда вся в воде. И там немножко возвышенности стоит юрта. Вот мы туда все помогли перетащить. Всего затопило 35 домов. Спасательная операция была завершена 00:30 ночи. Но тем не менее все экстренные службы до сих пор находятся в режиме повышенной готовности. Улица Тувинстроевская досталась больше всего в Кызыле. Она находится на правом берегу. Сейчас тут очень много лужи, разбиты беседки, огороды, затоплены дома. Елена Старосельцева, одна из пострадавших. Грязевой поток обрушился на ее огород. Ничего, что было выращено собственными руками, не осталось. Радовались, снимали град на видео. Потом началось что-то вообще ужасное. Когда затопило ограду через отдушины, да вообще там, наверное, со всех щелей, вода хлынула в дом, сорвала крышку с подполя полностью. И вот смотрите, до какой вышины была вода в доме. Затопило все. Вот что не успели понять, что на полу стояло, то ушло под воду, короче.
Оксана Алдунол – соседка Елены Старосельцевой. Ее дом также стихийное бедствие не обошло стороной. Гараж, огород и подвальное помещение дома – все затоплено. 29 июля ближе к вечеру внезапно пошел град, ветер, ливень. Грязевой поток пошел к нам с горы. Мы на улицу даже выйти не успели. Подвал заполнился. Продувало закрыть не смогли, вода была ледяная. В мэрии города были организованы мобильные группы по расчистке проезжих частей, откачка луж. Была задействована вся техника коммунальных служб. Проведены заседания КЧС на республиканском и муниципальном уровне. Также организованы субботники с участием коллективов, волонтеров и сотрудников мэрии. Всего 200 человек. Все работы планируется завершить сегодня. На случай, если будут снова дожди ливневые, значит, мы определились, комиссионно выехали, значит, будут прокопаны водоотводные канавы практически до дамбы. В районе дамбы будут сделаны, значит, накопители, где будет производиться сбор воды со склонов гор. И у нас имеются на базе благоустройства насосы, 3 штуки в огромной производительности до 250 метров кубических в секунду. Пункты временного размещения принимают пострадавших в 8-й школе. Если нанесен ущерб, столичная мэрия предлагает написать заявление в 105-й кабинет. В выходные дни принимают в 103-м кабинете. Организованы выездные комиссии по определению суммы ущерба. Денежные средства будут выделяться из федерального бюджета. При необходимости ущерб возместят из муниципального бюджета. Диана Баямбугусерес, телекомпания